В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и Рамзан Абуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Уроки патриотизма и мужества. Ребята, которые получили у нас вот такую мощную закалку, это тоже защитники. Подвели итоги военно-патриотического проекта «Сила Кавказа». Каковы результаты мероприятия, кого наградили и в чей адрес звучали слова благодарности. Самый передовой. Я думаю, что однозначно будет точкой притяжения не только жителей Чеченской Республики, но и жителей соседних регионов. В Грозный Молл открыли новое кинопространство. Сколько залов и в каких форматах можно смотреть фильмы? Зима. Время отдыхать, а не болеть. В республике имеется достаточный объем вакцины, и мы призываем, в свою очередь, граждан своевременно проходить иммунизацию. Какая обстановка в республике с заболеваемостью респираторными инфекциями? О профилактике гриппа, всех симптомах болезни и принципах лечения. Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отметил заслуги бойцов из Ингушетии в выполнении специальной военной операции. Военнослужащий из состава Баталхаджинского отряда быстрого реагирования входит в состав спецназа Ахмат. Глава региона подчеркнул, что они успешно противостоят национальной угрозе в Херсонском направлении вместе с сотрудниками чеченского ОМОНа Ахмат-1. Бойцы призывают граждан России, которым не безразлична ее судьба, к сплочению вокруг руководства страны, чтобы общими усилиями ликвидировать нависшую угрозу. Город Старобельск ЛНР подвергся обстрелу 2 ракетами ВСУ. Удар пришелся по элеватору, пострадал ангар предприятия, а также железнодорожное полотно и 6 вагонов из 47, загруженных зерном. Их отправят на ремонт, а сам же состав доукомплектуют резервными вагонами и отправят к пункту назначения. Из-за опасений повторных ракетных ударов работа на предприятии была остановлена. На первом заседании избирательной комиссии состава 2022-2027 годов были выбраны новые члены организации. Он обновлен 3 лицами. Избранные председатель комиссии, его заместитель и секретарь. Основной состав был сохранен. На мероприятии помимо 14 участников присутствовали и гости из СКФО, члены избирательной комиссии России и официальные лица региона. Голосование проводилось анонимно, строго по регламенту. Сегодня члены комиссии проголосовали за меня на должность председателя комиссии и избрали меня председателем, с чем я им благодарен. И в первую очередь хочу выразить благодарность главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за оказанное доверие. Ежемесячно мы проводим заседания, не реже 1 раза в месяц. И следующее заседание комиссии будет в соответствии с планом работы избирательной комиссии Чеченской Республики. Долгожданное открытие кинотеатра в торговом центре Грозный Молл состоялось. Новое пространство для отдыха состоит из 7 залов. Изюминка – это зал «Сфера». В мире таких всего только 3. 4-й теперь в столице нашего региона. Адам Магомедов с подробностями. 7 огромных залов, включая сферу и VIP, с общим количеством мест 933, в том числе и для людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, а также фудкорт для гостей. Все это в кинотеатре «Киностар» общей площадью 4567 квадратных метров. У нас есть все виды попкорна, все вкусовые добавки, разные снеки. Также есть очень удобный интерфейс заказа билетов. На входе у нас также есть касса самообслуживания, благодаря которому вы можете купить билет, не стоя в очереди. Будет программа, которую вы можете скачать и заказывать билеты сразу, не выходя из дома. Зал премиум-класса «Сфера» является настоящей визитной карточкой кинотеатра. Во всем мире таких только 3. Они находятся в Париже, в Афинах и в Джидде. И вот 4-й теперь в Грозном. Кинозал «Сфера» оснащен новейшей 50-канальной системой объемного звучания, а также технологией интерактивной динамической системы освещения зала на 360 градусов. Все это поможет зрителю максимально погрузиться в просмотр любимого фильма и, конечно же, испытать новые ощущения, что является настоящим прорывом в мире кино. На открытие нового современного кинотеатра прибыли официальные лица. Они торжественно разрезали красную ленту.
Первый безлимитный золотой билет передали Рамзану Кадырову. Сразу же чиновники совершили обход по залам и оценили их достоинство. Кинотеатр был открыт совместно с крупнейшей кинокомпанией в Европе, Ближнем Востоке и Африке Cinema Next, которая и поставила высокотехнологичное оборудование, кресла и отделочные материалы. Развлекательная зона сможет заинтересовать немало туристов, посещающих республику, которые смогут попробовать все ее возможности. Проект не имеет аналогов в Российской Федерации. Подобные кинотеатры именно с такой системой, скажем так. Эта информация в том числе будет некой триггерной точкой для туристов, чтобы посетить и почувствовать новые ощущения в кинотеатре. Кинотеатр находится в торгово-развлекательном центре «Грозный Молл» на 3-м этаже. Уже с 15 декабря его двери будут открыты для всех любителей кино и сладкого попкорна. Адам Магомедов, Саид Али Амбукаев, Саид Эмин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Основа чеченского языка – чеченский алфавит Абат. Так называется проект Чеченской региональной общественной организации «Надежда Чечне», ставшей обладателем гранта главы региона. Его презентация состоялась в стенах Департамента по работе с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства, который поддержал данную инициативу. Целью ее является повышение уровня знаний родного языка с помощью разработки и распространения методического пособия в образовательных учреждениях субъекта. Сам алфавит будет издан тиражом 2000 экземпляров и представляет собой бандероль, в который вложены карточки с изображением букв, рисунков и слов. С победой в столь престижном конкурсе руководителя организации поздравил директор департамента Аслан Абдуллаев. حلقة متجاه قرمون يستلعون شوية نخشى متن شلو القيق بوت على الزقام ضحت الشقات شويات موكل شقات شويات موتسقلش متن تر ويكيلو بوشو يقتير بويوتا يغوش وين متها تلويدين وين متها زرت وشتو وين متها جاين شاز الخليل قدول بلخش الخليل يبلخش دود С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России, который станет правопреемником двух ведомств. Объединение фондов социального страхования и пенсионного позволит оптимизировать работу. Единая база данных соберет больше информации, которая необходима для назначения мер поддержки, в результате чего сократятся сроки ожидания. Граждане же продолжат получать пенсии и соцвыплаты, предусмотренные законодательством, в прежние сроки и обращаться по привычным адресам. Объединение услуг фондов – это возможность быстрее и удобнее обращаться сразу за несколькими мерами поддержки в единый офис клиентского обслуживания. Все необходимые меры поддержки можно будет оформить в рамках одного окна, что позволит существенно сэкономить время граждан. Прием граждан будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания. Специалисты единых офисов клиентского обслуживания смогут ответить на все вопросы, связанные с предоставлением мер поддержки по линии Социального фонда России. В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Вместе с тем, забытый еще в 2009 году свиной грипп снова в действии выявлено в 82 регионах страны. Про обстановку в регионе и профилактических мерах расскажет Мадина Кураева. Заболеваемость респираторными инфекциями в Чеченской Республике на низком уровне. Об этом после мониторинга эпидемиологической ситуации заявили специалисты Роспотребнадзора. Однако риск заражения в этот период сохраняется, и поэтому очень важно соблюдать все меры профилактики. По мнению врачей, самый эффективный способ защитить себя от вирусов – это вакцинация. Прививка существенно снижает риск заражения. Таким образом, человек защищает не только себя, но и окружающих его людей. На сегодняшний день в республике идет прививочная кампания как от коронавируса, так и от ОРВИ и гриппа. Эти две прививки можно даже делать в один день в разные места. У ОРВИ есть разные вакцины для детского населения и для взрослого населения. Также есть трехкомпонентные и четырехкомпонентные. Ультрикс Квадри называется, Совигрипп для взрослого населения, Ультрикс Квадри для детского населения. В группу риска заражения вирусными инфекциями входят маленькие дети, пожилые люди и граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Эти категории лиц к профилактике должны относиться более серьезно. Если по какой-то причине они не смогли
смогли сделать прививку, то соблюдение правил респираторного этикета поможет избежать утомительного лечения и тяжелых последствий. В республике имеется достаточный объем вакцины, и мы призываем, в свою очередь, граждан своевременно проходить иммунизацию, не отказываться от иммунизации, а также придерживаться элементарных правил гигиены. С наступлением холодного периода рост заболеваемости наблюдается у детского населения. В большинстве случаев это происходит из-за того, что родители своевременно не прививают ребенка. Дети поступают круглый год с разными инфекционными заболеваниями. Это круглогодичные, это кишечные инфекции, которые персистируют, это обычные респираторные заболевания. Вообще все прививки обязательно делать в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, но также сезон ОРВИ и гриппа, прививать детей от гриппа. С 6 месяцев уже можно прививать. На сегодняшний день в регионе от гриппа и ОРВИ привито свыше 600 тысяч человек. Против COVID-19 ревакцинацию прошли 96%. Таким образом, в субъекте выработан коллективный иммунитет у населения. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Сайтили Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. Зима – время отдыха, а не для насморка. Отечественный препарат Арбидол уже давно доказал свою эффективность при гриппе и простуде. В холода особенно важна профилактика заболеваний, и разработка российских ученых как раз отвечает всем этим требованиям. О положительных фармакологических действиях Арбидола расскажет Медина Мударова. Зима – прекрасное время года, но есть один единственный минус. С наступлением холодов все начинают болеть. Важно при первых симптомах начинать принимать противовирусные препараты прямого действия. Арбидол обладает широким спектром действия. Он выпускается в форме таблеток и порошка как для взрослых, так и для детей. Препарат напрямую воздействует на вирусы, не затрагивая иммунитет человека. Арбидол блокирует связывание спайкового белка, за счет чего нарушает проникновение коронавируса в клетку. Китайские ученые продемонстрировали способность препарата снижать возможность вируса к прикреплению к клеточной мембране. Этот механизм действия хорошо изучен. Препарат имеет широкий спектр активности против разных штаммов коронавируса, гриппа, риновирусов, аденовирусов и других. Исследования показали, что арбидол эффективен при профилактическом и терапевтическом использовании. При профилактическом использовании он снижает риск инфицирования, а при терапевтическом использовании облегчает симптомы инфекции, снижает тяжесть и длительность заболевания, а кроме того, главное, он снижает риск развития осложнений. Важно соблюдать курс и не бросать прием, чтобы помочь уберечь организм от осложнений. Принимайте арбидол своевременно и ждите дополнительных рекомендаций врача. Арбидол выпускается в форме суспензии, а также таблеток в дозировках 50, 100 и 200 мг. Противопоказаниями данного препарата, то есть арбидола, является повышенная чувствительность к умифенавиру или к любому другому компоненту, а также первый триместр беременности и грудное вскармливание. По исследованиям Национального научного общества инфекционистов, арбидол – выбор россиян для лечения и профилактики. Многие люди, несмотря на большой выбор лекарственных средств, при респираторных вирусных инфекциях отдают предпочтение именно этому препарату. Мы в семье, когда болеем, часто пьем арбидол, потому что он помогает при гриппе и ОРВИ. Действует быстро, срабатывает тоже. Очень помогает. Советую вам тоже пить. Я пользуюсь препаратом арбидол, потому что он очень эффективен. И вот мы только что переболели всей семьей, и очень много знакомых пользуются именно арбидолом. Это один из самых сильных препаратов, который нам сейчас действительно помог. Кроме всего прочего, сейчас в России наблюдается подъем заболеваемости свиным гриппом. Во многих регионах эпидемия уже началась. В декабре из-за новогодних праздников и увеличения социальных контактов ситуация значительно может ухудшиться. Поэтому настоятельно вам рекомендуем беречь свое здоровье и принимать арбидол. Медина Мударова, Сайдамин Мусаев, Резван Насипов, Сайдамин Даудмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Подвели итоги военно-патриотического проекта «Силы Кавказа». Это совместный проект главы субъекта Рамзана Кадырова и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В нем принимали участие трудные подростки из 15 регионов, в том числе из Луганской и Донецкой республик. Представители министерств и ведомств, которые тесно содействовали при проведении данной работы, собрались подвести итоги. За их результативную деятельность они были поощрены благодарственными письмами. Напомним, что дети находились в республике более недели. Для них была подготовлена патриотическая программа, в рамках которой с ними встречались герои России, командиры и бойцы. Эти ребята до сих пор делятся своими впечатлениями, воспоминаниями. Они бывали на встречах своих в тех или иных регионах с губернаторами, с молодежными организациями.
Завязалась очень тесная дружба, ребята пишут, ребята звонят, еще и еще раз это подтверждает, что наша страна, она многонациональная, поликонфессиональная, и что мы единый российский народ. И, собственно, это сегодня доказываем мы и на полях боев с фашистами, нацистами. Россия объединилась, как это бывало во все исторические времена. Меховые изделия – важнейшая деталь гардероба современной женщины. Она служит одновременно предметом роскоши, символом успеха и подчеркивает статус владельца. Огромный ассортимент верхней одежды можно найти в магазине «Северина». Сейчас в бутике проходит суперакция, благодаря которой вы можете выиграть приятные подарки. Мадина Кураева с подробностями. С приходом зимы, холодов и первого снега все спешат утеплиться, купить новую и красивую одежду. И сегодня мы идем в гости в один из крупнейших магазинов верхней одежды в Северину. В Северине более 5000 изделий на любой вкус. Роскошные шубы из соболя и шиншилла, стильные норковые в различных цветах и фасонах. Всеми любимые трансформеры, пуховики, куртки, зимние пальто, жилеты, ультрамодные эко-шубки, дубленки и другие популярные модели. Размерный ряд впечатляет от 38 до 64. Цены фабричные от производителя. Иман, добрый день, рада вас видеть. Часто бываете в Северине? Что вам здесь особенно нравится? Да, я очень часто бываю в Северине. Очень люблю этот магазин за ассортимент и за хорошие скидки. Также мне здесь нравится атмосфера, продавцы очень приветливые. А также мне нравится в Северине, что любой товар можно взять в рассрочку без первого взноса и переплат. Это очень здорово. Это, конечно, очень удобно, потому что в этом магазине хочется купить не одну вещь, а сразу несколько. Система скидок в Северине позволяет покупателям приобретать товары по выгодным ценам, а после каждой покупки получить еще и подарок. Спасибо за покупку, приходите к нам еще. А еще именно сейчас в Северине проходит супер розыгрыш, и у каждого покупателя есть возможность выиграть один из десятка ценных призов, таких как сертификаты в магазины золота и электроники, выиграть шубу, пальто, куртку и многое другое. Участвуйте, не упустите свой шанс на выигрыш. Северина дарит всем ощущение тепла, уюта и праздничного настроения. Магазин находится в торговом центре Гранд Деловой, улица Нурсултана Назарбаева, 106, на первом этаже. Дополнительную информацию можно получить в магазине или по номеру телефона, а также через социальные сети. Мадина Кураева, Аслан Ахматов, Сайтилим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.